Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится с вами в ближайшие минуты, часы и дни? Давайте узнаем. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну у вас тут такой фрагмент вышел, но у вас явно перехватит дыхание. А у кого-то прям остановка дыхания будет на несколько мгновений. Вы тут такую информацию узнаете, вам тут такая тайна откроется, аж немного не по себе. Узнать правду, узнать скрытое. Тут может быть даже и инсайт какой-то. Да? Возможно, в вашем подсознании уже есть ответ, но сознание не пропускает. А тут какой-то триггер, либо какой-то знак спровоцирует то, что сознание пропустит важный вывод, либо важную подсказку, либо важную информацию. А у кого-то вот придет человек и расскажет, либо по телефону, да, будет звонок, и человек вам расскажет. Долго будете об этом думать, долго будете удивляться. Но с другой стороны, я вижу, что после этого открытия начнутся действительно качественные перемены. Они не случатся за одно мгновение, они начинаются, да, вот как будто бы лопасти, например, мельницы начинают раскручиваться, да, вот как-то так мне идет, а дальше будет больше, сильнее, набираются эти обороты, скорость набирается, и вот запустятся перемены. То есть вот эта тайна, либо этот секрет, это как ключ к механизму, который запускает все эти перемены. Правду узнаете, скрытое узнаете, либо осознаете то, что вот не поддавалось, да, не получалось. Но удивлены вы очень будете. И даже трудно будет заснуть сегодня, да, потому что будете думать, ворочаться и говорить: да как так? А почему я раньше этого не знал, не знала? А почему это все было скрыто, вроде как все и на поверхности находится? Ну вот да, будет чему удивиться. Может быть, вам кто-то в чем-то сам сознается, признается. Придет вот человек родной и любимый и скажет: вот такие вот дела. И давай там, значит, все по полочкам выкладывать. И вы вот ахнете и скажете: да как так? Да почему ты так долго скрывал, либо скрывала? Ну, ничего. То, чему нужно открыться, как раз-таки вот в ближайшие минуты, часы и дни откроется. И я вам скажу, это к лучшему, потому что будут запущены перемены. Дальше. Видите, букет такой большой, красивый. Вам этот букет откуда-то сверху летит. Прям на голову летит. Ну, обычно как? В руки кидают, а вам прям в голову летит. Видно, высоко, свысока, вернее, его кинули. Но это не значит, что вас хотят обидеть и оскорбить. Это, скорее всего, какая-то возможность из каких-то высокопоставленных структур, да, либо от каких-то высокопоставленных людей, либо от тех, кто действительно сильнее и выше, и с кем вы не взаимодействуете ежедневно, да, на ежедневной основе. Букет у нас всегда внимание, в первую очередь. В вторую очередь это предложение. В третью очередь, ну, у кого-то даже могут быть и любовные, да, моменты, проявление чувств. А может быть, у вас день рождения, и вот какой-то высокопоставленный человек, либо ваш начальник непосредственно, либо бывший, помнит, знает и пришлет вам действительно поздравительный букет, либо цветы принесут от начальника, либо какая-то вот структура
государственная, либо какая-то другая, да, вот у них там записано, что у вас день рождения, отправят вам букет цветов, но это будет приятно. У кого-то, возможно, есть тайный поклонник, который занимает очень высокую должность, и человек, например, не афиширует свои чувства, но тем не менее хочет сделать вам приятно, да, могут и цветы принести. А у кого-то еще может отыграться, что вы когда-то куда-то обращались, не имея никакой надежды на то, что ваше обращение будет принято, либо рассмотрено, либо что-то изменится после вашего обращения. Прошло время, и вот настал час X, и вы получаете не просто ответ, а уже что-то конкретное, да, в виде предложения, в виде какой-то возможности. Конечно же, берите этот букет. Слушайте, он такой красивый, он такой необычный. Он полный букет, да, это не 3 цветочка и не 5, да, одиноких цветочка. Это прям конкретный букет из разных цветов. Конечно же, принимайте, конечно же, берите, это будет на благо вам. Дальше показывают некую женщину, у которой одна рука как стрелка. Стрелка, которая на кого-то указывает. Ну, смотрите, вы все разные. Возможно, вы хотите с кем-то пообщаться, либо вам нужна там профессиональная консультация, профессиональная подсказка, либо вы разыскиваете какого-то конкретного человека. И вот я вижу, что женщина даст вам прямое указание, либо даст вам конкретные координаты. Там адрес, имя, фамилия, сайт, телефон, да, вот все вам расскажет, все подскажет. Женщина появится в нужное время, и вот прям информация ее очень будет полезной. Женщине будете чрезмерно благодарны. Пока другие молчат, эта женщина придет и скажет: да, я знаю, я в курсе, вот тебе координаты, иди, там, получай свои услуги, либо вот человек там-то находится, иди поговори, там, выясни. То есть женщина молодец, она на вашей стороне. Кстати, эта женщина испытывает к вам очень серьезную такую стабильную симпатию. Вы нравитесь ей как человек, вы ей симпатичны во всех ваших проявлениях, и даже она считает, что у вас много общего. То есть, да, милая, симпатичная, добрая, открытая, ну, прям как я, да, вот какие-то такие мысли. Неважно, мужчина смотрит, либо женщина, а здесь не про личную какую-то тему, а именно про человеческое отношение, да. Поэтому, наверное, и придет, поэтому, наверное, и подскажет. Ну, главное, чтобы на благо пошло, да, главное, что то, что нужно, вам подскажут. Еще. Вот вижу, что вас кто-то будет либо провожать, либо сопровождать. И вы знаете, сначала вы как-то не хотите, либо вы считаете это лишним, а потом окажется, что этот человек очень сильно полезен. Человек может и сумку тяжелую понести, и от хулиганов защитить, и там может еще что-то сделать, да, вот прям такой приятный момент. И вы думаете: ой, как хорошо, что ты со мной пошел, да, либо что мы вместе с тобой куда-то идем, либо едем. Вот. Даже если этот человек вам мало знаком, либо вы только познакомились, не отказывайтесь. Поверьте, все не случайно. Возможно, этого человека ангелы направили, чтобы этот человек вам помог, либо действительно заступился, защитил. Дальше. Вот здесь с левой стороны показывают голова короля, король голый. Позор. Это позор. Человек опозорится, либо вся эта подноготня человека раскроется, и даже корона не спасет. Ну, коронованными обычно показывают, там, королями показывают людей власть имущих, да, либо таких вот прям хозяев жизни. Я так понимаю, что уже как недолго этому королю осталось, со своей наготой деваться некуда, опозориться, конечно, ну и потом будет стыдно появляться людям на глаза. Может, это начальник, который проворовался, да, и вот прям начали под него копать, там очень много грязи вышло. Может быть, это тот, кто себя прям, ну, действительно сам короновал, считал себя там прям пупом земли, такой крутой персоной, ну вот все, голый позор, что-то всплывет, что-то раскроется, либо человек как-то опрометчиво поступит, и уже все.
на позорном столбе окажется. Для вас это неожиданное событие, но очень справедливое. Да? Вы скажете: ого, работает справедливость, высшие силы не дремлят. Хороший знак. Кстати, это может быть не только король, это может быть еще и королева, да? Потому что, в принципе, тут как гендерной принадлежности не показано. Просто вот из потока идет голый король, да, словосочетание. Дальше. Говорят, что вам не нужен щит, или как понять? Да, щит. Вам не нужен щит, потому что вы не будете защищаться, вы будете наступать. Либо, может быть, никто с вами не будет вступать в схватку, либо не пойдет в поединок, да, становиться. Щит не нужен, нужен меч. А меч у вас есть, и он прям очень острый. Опять же, смотрите, меч не обязательно холодное оружие. Мечами очень часто показывают мысли, работу мозга и острые слова, которыми вы умеете оперировать. Да? Метко, да, не в бровь, но в глаз попадают ваши острые слова. Щит вам не нужен. Может быть, вы там за что-то переживаете и думаете: вот, надо там подстраховаться, нужно себя чем-то защитить. Вот я не иду там выяснять отношения, потому что надо себя защитить. Но говорят, что не надо. То есть достаточно только лишь меча. Никто сопротивляться, бодаться, там, как в спарринге становиться точно не будет. Да? Меча достаточно. Вы владеете словом, вам есть что сказать, вы умеете это делать грамотно, правильно, с нужной интонацией, прекрасно комбинируете слова, и этого более чем достаточно. То есть пройдете, никто даже поперек и слова не скажет. Да? Наоборот, люди притихнут, поникнут и будут очень сговорчивыми, послушными, аккуратными, как даже немножко дружелюбными. Ну, по крайней мере, будут делать видимость, да, чтобы вы там лишний раз мечом не рубанули. Ну, острым словом я имею в виду. Еще, мои хорошие, какой-то тупик показан. Но этот тупик, конечно, просчет. Причем просчет значительный. Где-то кому-то вы поверили, во что-то поверили, кому-то доверились, потеряли время и зашли в тупик. Но хорошо, что потеряли время. Ну, не потеряли, там, не знаю, деньги, не потеряли что-то более важное. Так иногда бывает. Иногда приходится учиться на своих ошибках. Я ведь вижу, вам сердце не раз подсказывало, что человек ненадежный, что что-то это вот прям такое подозрительное и странное, что, возможно, не стоит туда идти, либо не стоит этим заниматься. Ну, уж если случится, то случится. Ничего страшного, жалко потерянное время, но зато вы можете вернуться в исходную точку, пересмотреть отношения с тем человеком, который дал вам неверные координаты, неверную информацию, и также пересмотреть, в принципе, да, направление вашего движения. Так иногда тоже бывает, когда человек хочет чего-то, что ему может навредить, либо для него может быть абсолютно никчемным и бесполезным. Да? И высшие силы и сами могут тупик установить. Да? Скажут: ну не надо тебе, не надо, не ходи туда, там ничего хорошего для тебя нет. Лучше развернись, иди в обратную сторону. Это такое маленькое разочарование, которое вы легко достаточно переживете. Никаких особых там травм, никаких особых потерь у вас точно не будет. Просто будет жаль потраченного времени. Да, скорее всего, не того хотели, либо не того человека послушали. Дальше. Лиса вокруг дома ходит, но в дом не заходит. Что-то не пускает лису в дом. Лиса — это хитрый человек, либо человек такой, знаете, прям алчный, мошенник, там прям грязью пропитанный. Будет ходить, хвостом крутить, но в дом ваш не попадет. Возможно, вы установили на свой дом защиту, либо мастер установил, да, к которому вы ходили.
либо вы, может, какой-то оберег приобрели, да, это может быть что угодно. Очень часто люди занимаются бытовой магией, даже не понимая, не отдавая себе отчета в том, что они делают. Кажется, что обычные вещи, там, мало ли, там, соль просыпала на порог, либо там веник положила около порога, либо поставила, да, вверх ногами. Что-то, возможно, вы такое сделали на бытовом уровне, что стало очень мощным оберегом для вашего дома, для вашего личного пространства. И вот человек с плохими мыслями зайти в дом не может. А вот давайте подумайте, что у вас поменялось, либо что вы недавно домой принесли, что вы недавно делали, делали ли вы защитные стафы, делали ли вы какие-то, может быть, обереги, проводили ли вы определенные ритуалы, может, какую-то молитву новую начали читать, что вы делали со своими вещами, имуществом, да? Где у вас что стояло и где теперь оно стоит. Вот что-то произошло. Вот я вижу, что как оберег работает. Плохого человека в ваш дом не пускает. И слава Богу, пусть не приходит, пусть вообще не подходит к вашему дому. Дальше, мои хорошие. Здесь вот человека показали, которого вы на горячем поймаете. Человек такой, два лица, и вашим, и нашим. То с вами обнимается, то с другими. Да? И я скажу так, что человек буквально, зная, да, что вы недолюбливаете неких людей, либо не желаете общаться, вот он специально к ним идет и втирается в доверие. И еще этот человек вам, наверное, какую-то информацию про этих людей сообщает, а им, соответственно, про вас. То есть как двойной агент, да, на два фронта работает. Очень неприятно, это прям омерзительно. И вот вижу, что вы на горячую поймаете. Конечно, молчать не станете, конечно, в глаза скажете. И что интересно, вот со своими этими, скажем так, оппонентами вы сможете прям поговорить и обсудить, что вот такой негодный человек на два фронта работает. И это станет первой ступенью к тому, чтобы ваша вражда, либо чтобы ваши там напряженные отношения начали выравниваться. То есть вот этому двуликому не повезет, да, двойному агенту, зато вы со своими недоброжелателями, либо с теми, с кем у вас там негативные отношения, начнете разговаривать, общаться и даже улучшать отношения. Да. Помирит, он вас помирит, либо она вас помирит. Благодаря этому отношения улучшатся. Зато вот этого двойного агента вы точно вычислите. Прям на горячую поймаете, я вижу. Сослужит вам службу хорошую, собой пожертвуют, зато вы с этими людьми помиритесь, либо договоритесь, либо нормально начнете общаться. Почему бы и нет. Дальше показывают, что вы с какой-то паутиной что-то делаете, как будто бы разрываете, либо спутываете эту паутину, распутываете паутину. То есть придется вам покопаться, да, приложить усилия. Может быть, работа в интернете. Вот, у кого-то могут быть проблемы с интернетом, не знаю, не соединяется, да, провайдер налажал, и сложно войти в интернет. Какие-то сбои, да, там на вышках, в системе, кабель, там что-то может быть. У кого-то может отыграться, допустим, какая-то интрига, либо какое-то манипулятивное действие, и вы прям будете докапываться, откуда пришло, кто в этом заинтересован. Да? Возможно, это даже не ваша ситуация, ситуация каких-то вам знакомых людей, а поскольку у вас и чуйка, и видение, и знания, вы будете с этим разбираться. В общем, проблему вы эту точно разберете, решите, но на это уйдет определенное время. Да? Быстро не получится. Это вы должны знать и к этому должны быть готовы. А если проблемы с интернетом, потерпите. Это, конечно, очень неудобно, тем более в современном мире. Бывает, да, бывает. Поэтому деваться некуда, надо будет просто потерпеть. Зато будете лучше понимать, как интернет работает и что от чего зависит. Да? Может, даже какие-то новые навыки обретете. А почему бы и нет? Знания за плечами не носить. Дальше. Давно забытый человек
лицо которого, ну, наверное, вы уже немножко подзабыли, вдруг неожиданно о себе заявит, либо напомнит, либо как-то, вот знаете, среагирует, не знаю, в соцсетях к вам постучится и скажет: «Привет, это я. 20 лет прошло, а ты не изменилась». А может быть, это даже какой-то бывший, который уже и в памяти у вас практически стерся, и вдруг вот нарисуется, и давай там вам рассказывать, как его жизнь изменилась, как ему вас не хватало, как, прожив все эти годы, вот до него дошло, что вы вот единственная, с кем было хорошо, с кем было приятно. Ну, мужчина, просто переворачивайте на себя. Не бывший, но бывшая, да? И честно, вы подумаете: «Господи, а что происходит? Что мир сошел со своей оси, что что-то произошло, да, почему этот человек вдруг объявился?» А я вам скажу так, что этот человек уже давно за вами наблюдал, как, знаете, сталкером даже вашим был, и вот уже не выдержал, да, последняя нервная клетка прокричала: «Помогите!» И человек действительно вам написал. Человек сидит и трусится, да, ждет вашу реакцию. Что вы ответите? Ответите ли вы? Либо сразу в блок кинете, да? Ну, прям там напряжение. Напряжение очень сильным будет. Ну, я скажу, что человек, конечно, изменился за то время, но с другой стороны, в принципе, вам этот человек, скорее всего, не подходит. Не подходит, ну, может, дружить еще ладно, а вот личные какие-то дела, ну, не стоит. Не стоит давать ложную надежду и не стоит себя, да, немножечко путать. Вот, в принципе, да, изменилась, но для вас, либо в отношении вас ничего не поменялось, да, вот как было, так и есть. У человека высокий уровень эгоизма, ну, прям у него там в крови бурлит. И даже вот все хорошие мысли, они все равно разбиваются об этот эгоизм. Вот как-то так показано. И еще, мои хорошие, вижу, что кому-то могло быть плохо. Плохо, ну вот состояние здоровья ухудшилось. Либо, ну вот какие-то ментальные, сердечные, душевные могли быть проблемки, да, боли. Вот, вижу, что легче станет. Не буду обещать вам там всестороннего исцеления, да, мгновенного и моментального, но вижу, что станет получше, полегче, покомфортнее, и прям даже в какие-то моменты будете забываться, да, забываться, что болит, либо забываться, что у вас какая-то там психоэмоциональная травма, да, либо там какое-то неприятное такое на душе. Вот это исцеление. Потихонечку исцеляйтесь, потихонечку плохое уходит, да, освобождая место хорошему. Не случится за один день, не случится за один час. Тут, возможно, еще там и дней так 5 пройдет, больше, чем мы смотрим на песке. Но тем не менее, да, уже какие-то хорошие такие приятные звоночки, и вы их ощущаете, вы их считываете, и вам это нравится на самом деле. Дальше, мои хорошие, показывают, что вот любимый человек, ну это скорее всего для тех, кто в паре, в отношениях, в семье, вас на маленькую радугу садит. Ну это какая-то радость. Радость, удовольствие, нечто приятное такое, вот прям милое, душевное, такое мимимишное, да, может какой-то маленький подарочек, может там, не знаю, вкусняшку купит, либо приготовит, может и еще что-то сделает. Радуга-то маленькая, да, что-то такое маленькое, не вселенских масштабов и размеров, но тем не менее тоже очень и очень приятное. Вижу ваши положительные эмоции, вижу тепло в вашем сердце, вижу, что вы прям, ну, как удовольствие получаете, да. И вот этот любящий человек, он тоже очень рад, потому что он обожает, когда вы улыбаетесь, когда у вас такое хорошее настроение, да, вы друг другу вот как маленький праздник устраиваете. Сначала он вам, потом вы ему. Если были какие-то проблемы в отношениях, понятно, что это все исправит, да, что это улучшит отношения между вами, и что вам будет гораздо проще взаимодействовать, и как растянет лед, оковы уйдут ледяные, и вот прям весна ожидается. Хоть мы уже и в середине лета, но весна явно ожидается. Мои дорогие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.